практики, методики по исследованию социальной реальности. И вполне конкретные ситуации могут быть распознаны, описаны и проанализированы с применением вот дискурсивных методологий. И вот конкретный пример, который я хочу вам предложить, это известное вам, не сомневаюсь, событие, марши протеста, которые в одном только Минске 2 состоялось, и вроде бы и немного на фоне там 23, что-то 25 акций по всей стране, но это были такие знаковые события, потому что это был первый марш рассерженных белорусов, он тогда еще назывался, который дал старт как бы всем этим событиям, и завершающий, да, вот уже марш нетунеядцев, когда, в котором приняли участие практически все заинтересованные гражданские организации, и активисты, политические партии, то есть это действительно было массовое такое выступление, но и не только организации, но и рядовые граждане тоже как бы пришли, чтобы выразить свое недовольство декретом номер 3, о котором мы немножко позже поговорим, конкретно поводах для протестов. Пока же надо обозначить вот такой ракурс исследовательский, что с чем сравнивать. С одной стороны, можно сравнивать с нашими протестами, самыми масштабными до вот, марша нетунеядцев, это 2011 год, молчаливые акции протеста. Уже по названию понятно, что там ничего не предъявлялось, ничего не озвучивалось, да, были просто хлопки, топанье. Вот, то есть демонстративно так это обозначалось как неполитические акции протеста. В общем-то, люди просто собирались и самим своим присутствием вот, да, указывали, что они недовольны сложившейся ситуацией, а конкретно там ситуацией с обесцениванием белорусского рубля. И в общем-то, как и тогда вот такие экономические мотивы, да, выступили основой для протестов, так и сейчас, в общем-то, можно говорить о том, что это, в общем-то, как назвал Федута, так остроумно, это были протесты, там люди шли бороться не за свободу, а за колбасу. Да, вот. То есть тоже вполне экономические такие были требования, четко обозначены, и особенно на первой стадии, только потом уже политические партии, оппозиция превратила это в такое уже, зарифмовала, так сказать, нет декрету номер 3, Лукашенко уходи. Да, вот. Пристегнула вот это продолжение фразы, и акции уже стали носить такой ярко выраженный политический характер. Ну вот эти нюансы, переход там от экономики к политике, к идеологии, да, вот, и плюс еще сюда и морально-этические даже какие-то моменты были замешаны, вот это и есть возможность определения и анализа дискурсивных практик. И это я буду рассматривать. Что касается вот этих протестных настроений, можно сравнивать и с российскими акциями в Москве и Петербурге, особенно с акциями на Болотной площади в Москве, когда вышел протестовать креативный класс и оторвался по полной. То есть там, несмотря на то, что был конкретный предлог собраться, а именно недовольство итогами выборов в Госдуму, этот повод был использован для того, чтобы предъявить недовольство по любым совершенно там поводам, и это вылилось в конкретные тексты плакатов, которые уже стали анализироваться социологами, политологами и даже этнографами. В итоге вот родились, на самом деле много было исследований, но самый яркий такой, мне кажется, продукт получился вот в виде азбуки протеста. Да, народный плакат, даже такой подзаголовок. То есть исследовались конкретно тексты плакатов, возможности там интерпретации этих плакатов как не просто как политических лозунгов, а именно как такого народного творчества, что креативного класса конкретно. И книга эта представляет собой, ну, действительно такую азбуку или каталог каких-то тем, каких-то сюжетов, образов, которым привязывались протестующие и предъявляли их свое отношение к ним вот, в виде плакатов, каких-то креативных таких лозунгов.
Ну, наверное, самый креативный это как раз вот на фотографии представлено, обратите внимание, да? Вот что там может быть написано, как вы думаете? Вернее, там ничего не написано. Вот что могло бы быть написано? Путин. Вот Путин нет на самом деле. Путин кто? Да, сказать не знаю, да? Нет, там слово из 3 букв, очень конкретно. И галочка на последней. Да, и, Всё, я просто как не бы, знаю. и краткое последнее. Что бы это значило? Да? Вопрос. Такой не слишком сложный вопрос, да, вот можно догадаться, что вот имя Путина, скорее всего, да, и Путин, значит, вот так. Вот, Нормально. ну, то есть настолько силен контекст всех этих событий, да, что интертекстуальность, да, отсылка вот к фигурам, да, к случаям каким-то, к высказываниям политиков, они настолько прозрачны и очевидны, что даже не надо это выражать в предельно ясной форме, не нужно артикулировать, вот, просто достаточно. Просто здесь нет статьи. Форму, да. В том Здесь нет числе, статьи уголовного в том числе, да. Мы задаем просто формат какой-то, да, конкретную форму, в которую легко вставляется все, что мы знаем. Эта форма да, была да, уже да. узнаваема в то время. Да, Фиг да. была. А что, реально Да. показывала? После того, как украинцы придумали кричалку про Путина, да, вот, а еще там был такой креатив, сейчас скажу, Хутинпуй, вот. Я первый раз такой Хутинпуй, да, такая, да, инверсия, и Что, получается... у меня статьи запретили ужасы, да? У нас же есть, по-моему. А что тут ужасно? Нет, если бы Народ быть представляет, другой, ну, с другим президентом. народ выражает свое У недовольство. нас до сих пор нет вполне секса конкретной этого. форме, То есть на заборе написано, да? Всё, я поняла. Вот. Поэтому вот данная такая форма мне показалась достаточно интересной. Почему бы не применить этот формат к белорусским реалиям, белорусским протестам? Ну, это вот примеры конкретно страницы, что представляет собой книжка, набор фотографий, короткие комментарии. Причем именно как азбука на определенные буквы были выбраны определенные ситуации, сюжеты, образы какие-то, в частности автопробег, имеется в виду практика выкладывания в машинах плакатов, листовок каких-то там, лозунгов. Да. И получается, что ты как бы не присутствуешь на митинге, а в то же время возможность выразить протест есть таким вот способом. Ну и опять же автомайдан, вот эти все практики тоже, у нас тоже были антибензин, стоп-бензин, там, кажется, она называлась акция протестная тоже, когда по кольцу водители ездили по проспекту, возвращались постоянно и сигналили. Вот. Ну то есть достаточно такие распространенные формы протеста. Вот конкретные вот примеры тоже, набор разных, тут уже даже не только плакаты, но и арт-объекты. Вот видите, это справа это бадминтонный валанчик такой, да, потому что кто-то там, не помню, Путин или Медведев высказался про, вот, как мы играем в бадминтон, да, с дружным там демом. И вот как бы это стало обыгрываться. И много там как бы цитат про Путин краб, например, там, да, потому что он сказал, там, я пахал как краб на галерах, а получилось тоже как краб, да, вот. И краб возник там какой-то странный, вот. Чебурашка тоже фигурировал, потому что это такая наивная фигура обывателя, который не понимает, как же так, куда делся мой голос, там, да, вот, кто украл мой голос. Это движение за честные выборы было организовано. И Чебурашка неожиданно стал символом протестов. Странно так вот выходило. Ну, а что касается наших протестов, то там другой был конкретный повод, это как раз декрет номер 3. И именно вот попытка принудить, да, заплатить вот этот фискальный сбор, 20 базовых величин, если ты не проработал 183 календарных дня за прошлый год. Ну, там отчет был от 15 года. И получается, что люди, которые, в общем-то, и так в сложной финансовой ситуации, нет работы, и вдруг еще и заставляют какие-то деньги за это платить. То есть вообще беспредел, на мой взгляд, получается. И это, естественно, не могло не вызвать недовольства.
Сам текст декрета может быть рассмотрен как прецедентный текст, то есть исходная такая точка отсчета, на которой сфокусированы все последующие практики написания самых разных текстов. Юридических, комментирующих, например, да, этот исходный текст, там, медийных журналистских текстов тоже, там что-то разъясняющих, популяризирующих или акцентирующих внимание на каких-то аспектах. Пародийные тексты запросто тоже привязываются к этому, потому что для них исходным материалом тоже становится декрет, указы все с этим связанные, и от этого происходит отталкивание. То есть текст как прецедент вот, задает вот эту всю интертекстуальность и интердискурсивность. И множество креативных вот версий, раз уж мы вот эту болотную тему продолжаем, то что предложили белорусы в своей ситуации? Были достаточно интересные такие созданы продукты информационные, например, гимн тунеядцев. Пародийные видеоролики, это мы вот потом сможем посмотреть. Символика даже вот такая брендовая разрабатывалась вот, на тему, так сказать, выражения своего отношения, восприятия декрета. И в таком случае декрет и все высказывания по его поводу, они становятся вот, метками, да, в этом дискурсивном поле, куда вовлекаются самые разные смыслы, начиная там, от финансовых вот этих фискальных, да, юридических тонкостей, заканчивая там, уже какими-то моральными призывами к справедливости. Да, вот, что потом я покажу, потому что якобы власть затеяла это все из-за справедливости, да, что кто-то не работает, а кто-то должен за них отдуваться. Но на самом деле, конечно, финансовый кризис заставил это сделать. Ну вот примеры таких вот знаковых текстов альтернативных, да, образов. Сразу же вот предложили анархисты там, определить, кто главный тунеядец, это, собственно, чиновник, который придумывает такие глупые указы. Вот. И вот в качестве бренда было предложено разработать какие-то варианты логотипов для дизайнеров и копирайтеров. Даже вот был конкурс такой проведен интересный, как обозначить вот налог на тунеядство. И были такие предложены варианты любопытные, в том числе вот имитация советских плакатов, агитационных, отсылка вот к каким-то ключевым характеристикам главных политиков, усы, например, по рублю, да, за тунеядство, от працы кони дохнут, отсылка к этнографии. Да, вот. А символом как бы был выбран в качестве бренда, ну такого логотипа точнее, да, вот, этот образ Емели на печи. И поскольку он такой сказочный, да, мифологический персонаж, то это позволило сравнить Станиславу Ефремову, который затеял все это, этот конкурс, сравнил этот логотип со славянской шамбалой. Даже вот так. Интересный такой вариант. Но по-простому, если разбираться, то главным символом, конечно, стала фига. То есть тунеядцы восприняли, что государство им фигу показывает и прекращает как бы субсидировать, поддерживать финансово, наоборот. А они в ответ как бы фигу государства. Вот так вот. Ну вот новый гимн, музыку исполнила группа Чеза, и мы потом посмотрим. Что касается причин недовольства, это, как я говорил, вот финансовые как раз мотивы стали основными. И сразу вот аналитики, которые серьезно прорабатывали текст указа, они вот еще в 2015 году, как только было предложено первый вариант этого декрета, уже делали такие прогнозы, что в общем-то, реального решения социальных проблем нет, а есть попытка, да, найти крайних, ту социальную группу, которую можно было бы выбрать в качестве спонсора, да, инвестора, и получать какие-то дивиденды.
Обычно это предприниматели выступают в роли таких вот доноров, да, а здесь впервые, почему, собственно, недоумение такое возникло, потому что власть направила главный удар по своей как бы, электоральной группе, да, по той группе, которая обычно как раз власть поддерживала. И вдруг оказалось, что вот эти люди стали тоже виноваты, что такая серьезная Ну, дело в том, ситуация что сложилась. хотели-то они не эту группу зацепить. Это у них хотели как Да, хотели безработных, которые на самом деле скрывается. предприниматели, да, и просто не платят А налоги. получилось как всегда. Но на самом деле это же как бы это работа налоговой выявлять таких людей. То есть это совершенно не требуются какие-то дополнительные, да, дополнительная активность по выявлению этих групп. Этих людей должна выявлять налоговая просто в своем обычном режиме работы. Зачем понадобился дополнительный декрет? Именно чтобы расширить этот круг. Да? Все те, кто Потому оказались что без все работы, остальные они стали жертвами. в этом контексте, все остальные тексты налоговые, типа заплати налоги и живи спокойно, не срабатывают. Вот, люди все равно живут спокойно, только не платя налоги. Получается единственная возможность принять закон, который выщемляет хоть что-то. То есть из этой группы. Вот и все. И вот два вот этих марша в Минске было. Я на них прежде всего обращу внимание 17 февраля и 15 марта этого года. В них по разным оценкам приняло там до 5000 человек участие. В общем-то не так много, даже если сравнивать там с молчаливыми акциями протеста. Но, как и в тот раз, получилось активизировать недовольных в регионах людей. То есть буквально там по всем более-менее крупным городам прокатились волны протеста. В СМИ были представлены, в альтернативных СМИ, прежде всего, конечно, вот эти протестующие группы. И тогда получается, что мы можем через гибридный дискурс СМИ посмотреть, не присутствие, понятное дело, что только там самые-самые активисты из оппозиции могли объехать там все эти марши протестов по всем городам. Нам достаточно того, что было представлено в СМИ, какие-то ключевые тезисы, какие-то интересные образы, вот вроде этого универсального слогана, там, да, нет декрета номер 3, Лукашенко, уходи. Вот такие были тексты, в общем-то, донесены до всех потребителей СМИ. И что можно сделать с этим материалом, на который я ориентировался, это прежде всего на тексты СМИ. Можно идентифицировать конкретные сообщения, вот, где там за ними рядовые граждане стоят и пишут даже там с ошибками, там, свои требования и недовольство свое выражают, где какие-то политические партии там четкие, какие-то там, скажем, нет декретом, да, советом. Да, вот коммунисты как перефразировали свое руководство. То есть какая-то политическая была тоже привязка к этому среди политических партий. Вот они как бы свою позицию выражали. Но рядовые граждане, как правило, ограничивались чисто финансовыми, конечно, мотивами. И вот нам нужно идентифицировать, каталогизировать, классифицировать эти лозунги, плакаты и затем осуществить такую навигацию своеобразную, то есть соотнести тексты с конкретными типами дискурсов. И посмотреть уже, как стратегически выстраивались у власти и у протестующих вот эти стратегии тактики, какие дискурсы здесь вовлекались, использовались. Просто напомню общую такую установку исследователей дискурса. Они убеждены, что это не просто работа с языком, да, и дискурсивные практики всегда связаны с конкретными социальными практиками и социальным контекстом, с конкретной ситуацией. В данном случае мы считаем, что тексты отражают не просто там какие-то произвольные намерения пишущих, выступающих, а они базируются на реальной социальной ситуации.
И какие же тогда типы дискурса для нас оказываются важнейшими? Ну, коль скоро это оформлено в виде какого-то документа, сам текст указа, то юридический или правовой дискурс для нас становится первым таким важным. Да, и все, что связано с документированием, в том числе с попытками в судебном порядке оспорить, да, вот эту процесс документации, процесс утверждения этого декрета. Вот, то все, что юридически оформлялось, это вот связано с правовым дискурсом. А вот, скажем, там Павел Северинец пришел в здание суда и там свой плакат предъявил, там нет декрету, это уже не юридический как бы жест был сделан, а скорее такой политический, да, протест. Потому что он это никак юридически не оформлен, просто вот в суд зашел. Экономический дискурс, конечно же, потому что это все-таки налог, да, с деньгами связан. Политический, как только вот начинаются выражения в публичном пространстве, на политической сцене, да, выражение недовольства через организации, через партии, отдельные группы или персонально, это уже политика включается. Идеология, вот здесь интересно, потому что идеологическая, как это потом было объяснено, идеологическая составляющая декрета, она объяснялась властью через мораль, через понятие о справедливости. В этом плане идеологический и морально-этический дискурс здесь подменяли друг друга. Но вот, во всяком случае, выступления чиновников, вот, которые дружно вторили Лукашенко, что это вопрос именно о справедливости, а не факт это как бы, там, с ужесточением фискальной политики не связано. Или точнее, ужесточение, да, налоговых сборов связано как раз с нашими представлениями о справедливости, а не с финансовым кризисом. А кризиса нет, а кризис – голова. Вот. Это уже, собственно, как представлялась в СМИ картина. Ну вот я к фоторепортажам обратился, чтобы именно посмотреть, какие плакаты использовались. И вот в первой акции протеста марша рассерженных белорусов в Минске, там плакатов было очень мало. В основном вот анархисты Донбасс там представляли. Это тоже анархисты. Вот, собственно, они как бы оказались главными репрезентантами, да, недовольства такого. Вот, сразу выяснили, кто главный дармоед на самом деле, вот, и обозначили свои отношения ко всему этому. Вот. В том числе вот левого толка, да, были вот лозунги тунеядцы всех стран, соединяйтесь. Тут такая интересная аналогия, что пролетарии вдруг приравниваются тоже к тунеядцам. Там было объединяйтесь. Ну, не важно. А почему объединяйтесь? Соединяйтесь. Не надо перевирать классику. Марш рассерженных белорусов планировался 21 октября, но состоялся в феврале. Вернее, это второй марш. Но там на него практически никто не пришел. Не второй, третий уже. Да. Осенью. Состоялось 2 вот весной и... Летом же был один страшный, когда Это Нет, день это воли. март. День воли. Это день воли. Самый страшный оказался день воли. Когда возле березок всех клали? Всех клали, да. на его волосы, да? Да, так Вот. А вот второй, да. Ну, первый, как марш, нет тунеядцев, он четко был идентифицирован, потому что в феврале был марш рассерженных белорусов. Вот. И сама работа с номинациями, да, как они себя обозначали, как себя назвать, вот, как себя идентифицировать, это тоже о многом говорит. Вот, потому что вначале еще так, там же закон так был сформулирован, что об иждивенчестве, соответственно, можно было бы и иждивенцами себя считать, но вот тунеядцами все-таки в итоге обозначили. Вот обратите внимание, интересный такой арт-объект, гробик был принесен. Пожалуй, самый креативный был такой акт сделан. На каждый чернобыльский шляп носит. Да? Лет уже 8. Да. Но в данном случае, Это тоже да, в данном случае его оформили под декрет номер 3 на крышке. Вот, да, написано. Там права человека и конституция Издают за по деньги. сторонам написано. Недорого. Такой, да,
переносной мобильный арт-объект, везде можно использовать. Соответственно, разный формат замышлялся. Да, вот у рассерженных белорусов более радикальный, там Статкевич мутил, с анархистами, да, оказался связки. А нет тунеядцы уже действительно официально, вот, вполне легально, с разрешением, все политические партии и прочие организации, они были вовлечены. И в итоге вот такое противостояние сложилось, и получилось, что первый марш власти прохлопали, то есть как бы так, да, не отнеслись серьезно к этому всему, потому что там и до того уже подряд шли какие-то протестные сборища по любому поводу. Статкевич там призывает, человек 100 приходит, ну и ладно. Вот. И тут вдруг неожиданно там больше 1000 человек собралось, и прошли, главное, по проспекту до Дома правительства. То есть это была полная неожиданность, конечно, и власти уже озадачились, как бы, что происходит. А началась уже цепная реакция по всей республике, да, во всех городах начались такие протесты. И в итоге, через месяц, когда уже второй вот этот марш тунеядцев начинался, то, естественно, уже все было достаточно жестко, и стоило там только найти повод, что вот анархисты не захотели там маски снять, сразу тут же их там после акции в троллейбусе и повязали. Ну и заодно всех тех, кто пытался сопротивляться. Вот, поэтому такое жесткое противостояние уже вот в течение месяца оформилось, да, с одной стороны власти и поддерживающих официальные интересы, а с другой стороны негосударственные СМИ, интернет-порталы, активисты, представители разных слоев населения и в том числе некоторые политические партии, оппозиция, главным образом. Соответственно, за и против — это вот такие две точки зрения, как относиться к этому декрету. Все вроде бы предельно просто. Но это обманчивая такая простота, потому что дальше начинается путаница. Путаница в формировании тактик и стратегий. И когда власти увидели неожиданно для себя массовое такое сопротивление, массовые протесты по всей стране, то они начали уже оправдывать свои действия, объяснять свою позицию. И начался разнобой такой, вот, в том числе, что мы хотим. Мы же о вас заботимся, да, мы же вот за справедливость. Ну, пока вот просто укажу, поскольку реакция была такая самая разная, то какие только вот номинации не использовались. Ну, и сами тунеядцы, конечно, дармоеды, и там и тараканы, вот, Давыдько, да, вот там сравнивал. Лукашенко использовал помягче, изюм, говорил он, да, нужно так аккуратненько. То есть люди пусть приходят, там, да, найдите им место, вот, чтобы они могли выразить свой протест, но вот спецслужбы должны внимательно там подойти и выковырять из толпы всех провокаторов, как изюм из булки. Да. И потом этот изюм тоже стал везде фигурировать. Вот. А вот майдануты тоже. Но вот, кстати, с Майданом, конечно, абсолютно некорректное сравнение. Я сравниваю именно с болотными протестами, потому что речь, политические вот эти требования смене там, власти, да, они потом уже только были привязаны, изначально все-таки. Кстати, стилистическая ошибка здесь. Майдануты, значит, тунеядцы, не тунеядцы, а тунеядцаты. Чего? Что-то я не понял. Нормально, Паша. Тяжелый день был. Тяжелый день, я понимаю. Да, трудно, Стилистически трудно читать, белое Значит, носить. все-таки не тунеядцы, а тунеядцаты. То есть форма, понимаете, сравнение. Нет, но мы же не подгоняем все версии под один шаблон. Это разные варианты. Почему? Майдануты это существительное, оно субстантивное. Вот, да, это даже не прилагательное. Да, это уже, оно было прилагательным, стало существительным. Да, сложный, тяжелый случай. Но вот дроздуны, кстати, это тоже интересная такая версия.
которые отсылают нас к месту обитания да, чиновников. Я самое думаю, главное. это как с искусством связано, с поэзией. Что? С Дроздом нет, с Дроздами. Дрозды это поселок в городской черте в Минске, где частная застройка, виллы, коттеджи, вот богатые человек. Нет, я тоже. Ничего не понимаю. А почему не с болотным, а с болотной, а не Не с Майданом, Вы потому просто что, не договорили. потому что в Майдане сразу четко было жестко предъявлено Гельцкам, да, меняем власть. Сразу Нет, там однозначно. было событие евроинтеграции. Или... Нет. По ответу власти. Евроинтеграция, там все время кучка студентов, там вечно недовольных, какие-то всегда маячили, но не было сплочения и однозначной позиции. Однозначно Майдан- началась 30 Майдан- ноября, когда разогнали студентов. Все, тогда Майдан все начинался, И сказали сразу Янукович, уходи, все, без вариантов. Это было гостиное. Да. А у нас как бы все смутно варилось, как бы оформлялось все это. Вот. И пока вот, да, уже там не знали даже, как себя обозначить. То ли рассерженные белорусы, то ли тунеядцы, то ли еще кто. Вот. Ну и власть тоже лепила свои ярлыки. Открывала какие-то новые парки. А вот, собственно, да, как же идентифицировать, вот, к какому типу речи, к какому типу дискурса это привязывалось. Ну вот Лукашенко заявил, что это идеологический, моральный декрет. Ну, видимо, он это смешивает, да, идеология у него связана с моральными, высокими какими-то мотивами. Никаких больших денег за государство не получит. Вот, пожалуйста, как бы финансовый мотив сразу отбрасывается. Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен, кто может. Это главное. Что жесточайше заставить и все. Потому что справедливо, чтобы было. Да. Вот. Но, конечно, это не устроило всех там, в том числе и провластных деятелей, потому что им же надо это обосновать там и в правовом поле, да, и политически, и даже в дипломатии. Помнится, что наш МИД там выступал уже, потому что с Запада начинались уже вопросы, что же вы делаете, как бы, зачем разгонять уже там под День воли. Вот когда первые задержания пошли вот анархистов в троллейбусе, потом День воли, и выступали даже вот МИДовцы и говорили: а вы на себя посмотрите, что у вас в Европах творится, да. А у нас и так все нормально, мы же в правовом поле действуем. Вот. И вот такая, Враги с Украины. вот мне представляется, можно такую вот цепочку выстроить, да, если за основу берется идеология, но экономика отрицается, и мораль под это подверстана, потом это оформляется в правовом поле как декрет, начинается политические процессы, и дипломатия уже подводит черту. Вот такая последовательность, да, тактическая. Ключевой фактор, получается, выбрасывается, как экономика. Да. Там они хитрее. У них в риторике власти было, Лукашенко говорил не только эту фразу, он говорил, например, почему все одинаково пользуются, например, услугами медицины, Да. а платят налоги только часть людей. То есть это чисто экономически. Он никогда их не разрывал, но когда он начинает балаболить, он резко или становится на точку зрения, ну, на дискурс морали, то он становится на дискурс экономики, то он еще, но в буквальном смысле слова, они никогда не говорят об общем положении, они всегда манипулируют. То есть это манипуляция как раз, то, что ты вот предлагаешь, это как раз приемом манипуляции, потому что ни один из этих вопросов по раздельности не существует. То есть дискурсов таких отдельных не существует. Они все являются составной единого дискурса. Они составляют единый дискурс СМИ. Сколько раз можно повторять? Гибридный дискурс. Там есть все, да. Все, что ты захочешь, там ты найдешь. А все эти сферы в обществе разделены. Есть даже специальные издания печатные, да, которые работают строго вот, по своим проблемам, там, бухгалтерский там, да, журнал, например, который мораль вообще не затрагивает. Зачем ему это? У нас народ читает бухгалтерский журнал. Нет, это специализированное издание, оно для бухгалтеров, между прочим. Сам сидел сейчас вот не надо вот выдергивать. Сейчас выдергиваются средства массовой информации, которые у нас вдруг, то есть медиа, да, вдруг оказывается узкопрофильным. И значит интересы у людей узкопрофильные.
в данном случае по дармоедам вышло, вот этот, называется поселки и городки вышли, да? Потому что самое социально незащищенное как ты говоришь, электорат Лукашенко оказался там. Они менее всего были подготовлены к этому декрету. Городу было как-то, там ходили штатные бунтовщики, да, там анархисты и все остальное, кто на этом деньги зарабатывает. А вышел-то в первую очередь, получилась волна как раз за счет района. Орши, там, Бреста и так далее. Ну, что значит район? Ну, районные городки, областные, районные города. Ну, так это нормально. Извиняюсь, я смотрел внимательно тогда тоже средства массовой информации, и протесты, которые там звучали, в том числе и плакаты, которых было немного, они все были и экономическими, и политическими. Ничего не было разорвано. Это та самая, ну, назовем, деревня, да? У нас в Минске минчане за околицей видят только деревню. Что это деревня, не было там этого разделения, оно очень условно. Тем более, если взять Подпорина, что политическое себя проявляет только через ментальное. Ну где там, как бы, вот представим, на площадь вышли там, даже несколько человек. У каждого свой собственный мотив. Кто-то, да, кто-то от политической партии, одно, что вывело. кто-то от политической партии, кто-то от активистов, кто-то безработный. Там, у каждого свой мотив и своя позиция и свой плакатик, который, да, он выражает свою А вместе они... Естественно, что вместе получается разнобой и пестрота. Но так все-таки он присутствует. Разнобой. Вот в данном конкретном месте, конечно, он присутствует. Спасибо. Но я же Вы делаю только что следующий отказались шаг. от того, что существуют раздельные типы дискурса. Что В они все- обществе существует раздельно, а на данной конкретной площадке, где протест, Где собралось там общество, все перемешано. как перемешалось? Они же не пришли туда, Логика строили железная. колонны. Да. Как человек, травмированный вот трехдневной этой школы, да, где разговор могли завести очень далеко да, сейчас. Давайте, в смысле, мы сейчас про что разговариваем? Мы разговариваем про то, как оно было на самом деле, или про то, как мы работаем с оставшимися от этого текстами. Это будет два разных. Да, как бы, да. Я активности, представляю два разных. результаты как И бы дальше, что, своего если мы с чем-то из этого анализа. работаем, то куда мы тогда движемся? Ну, Настя, слушай, буквально тебе, как мощному политику. Скажи, пожалуйста, возможно ли в каком-либо дискурсе, скажем так, ограничиться в строгих, это общественном дискурсе, естественно. Мы говорим только об общественном дискурсе. Что такое общественный дискурс? Сразу ты говоришь о чем, что вообще Когда не я понятно, что- говорю такие вещи, Ася меня называет троллем. А когда Сарна, это прокатывает. вовсе не про эти. Потому Вообще что- я люблю разговаривать. Потому просто. что, Я вообще про- присутствуя на моих лекциях, в моем курсе, надо пользоваться моей терминологией, а не притаскивать что-то свое. А я и пользуюсь. Я тоже буду задавать... В моей терминологии, которую я задал на первой же лекции, нет понятия общественный дискурс. Есть Хорошо. разные специализированные Секундочку, типы. секундочку. Просто-напросто вот говорит картинка. Мы не дармоеды. В каком дискурсе существует этот плакат? В политическом, в экономическом или моральном? Эдуард, подождите, вот я почему начала задавать вопрос? Давайте я не буду отвечать на ваш, чтобы мы не ушли опять вот в это. Просто вот вы себе даже не представляете, наверное, в какой это может превратиться. Ну, в смысле, просто мы с Сашей, да, то есть так после вчера. Вот. Просто, ну, давайте определимся, что мы собираемся с этим делать и зачем, ну, в смысле, так, и дальше. Мы с этим ничего не собираемся делать. Мы выясняем, в чем дискурс. Я говорю, вот простой пример. Мы не дармоеды. А Саша, я еще раз, я спросила сейчас, я уточняю. Я у Саши спрашивала, как у человека, который задает здесь, ну, как бы, Правильно. направление, да? Правила Я игры спрашиваю, мои. сейчас будем Он у вас Иван Сусанин, он задает такое направление. работаем с выяснением, как что было на самом деле, или мы работаем, как С мы работаем с техниками. текстами, которые и техниками, Тексты, по отношению к которые ним. были Если мы представлены дальше в будем СМИ. работать с текстами и Да. с техниками, которые по отношению к ним, ну, применяются, то в принципе разделение здесь, ну, мы же не говорим, что да, этот рабочий имел в виду только это. Саша просто говорит, вот сейчас мы выделяем вот такой дискурс, сейчас Да. мы выделяем вот такой дискурс, сейчас это искусственно делается. это Чтобы искусственная процедура. не Я понимаю. воспроизводить один в один тексты СМИ, где все перемешано, это гибридный Мы же не дискурс. сразу, знаешь, что было Я рабочий. провожу аналитическую работу, да. Здесь она не представлена. Ну, пардон, как бы я не могу все свои вот раскладки, которые я там анализировал. Я брал каждый конкретный плакат по каждому конкретному тексту в СМИ. Вот, считал все это, и просто количественно у меня получилось, что экономических требований там больше всего со стороны Вот это правительства. какой? На двух конкретных Вот этот плакат, он какой? Это может Экономический, быть- политический, Этот моралистический. политический. Я определял его как политический, потому что
Потому что он выражает позицию, во-первых, там конкретных людей, да, которые одеты в красно-белые, да, флаги, то есть уже там себя политически маркируют. Вот. Он опять же в бело-красно-белой тональности, да, колористики оформлено. Вот. Ну, то есть тут уже такая более глубокая символика начинается, отсылающая к политическим все-таки сюжетам. Вот. Он содержит в себе, да, безусловно, и некоторые тексты, вот, да, там, я их считал сразу как бы в двух ипостасях, там, моральный и экономика, плюс-плюс. Да? Одно слово, Вот, политика там и такое экономика. содержание, которое объединяет буквально все. И мораль, и Да, этику, да, и тогда там три, поэтому, больше когда плюсов. пытаешься условно, вот придумал себе виды, да, и пытаешься разносить, я хотел бы сказать, а нафига? Так вот же все Что это слова дает? имеют много значений, которые... Потому что анализ, что такое анализ? Каждое слово. Анализ это противоположность синтезу. Ну, Анализ подразумевает, что мы что-то расчленяем, а потом уже собираем, конструируем этот образ. Понимаешь? В чем аналитическая работа? Он понимает, он же да, постоянно. А не все свалить в кучу. Анализ и это выпустить. сначала разобрать, а потом собрать и посмотреть, почему это работает. Наоборот, собрать, чтобы работать. Ну, конечно же, что ты Чтоб никто не- Я же не Вот против. Ладно, что пропал. мы вели разговор в понимании дискурса. У меня возник законный вопрос. Имеет ли смысл, говоря о дискурсе, заниматься анализом составных частей этого дискурса? И не затрудняет ли Потому это что наше эти восприятие? части имеют разную долю, да, разный удельный вес. Ну, вот начинается Ну, этот удельный вес. Я не понимаю смысл аналитики, удельного веса экономической, политической и моральной составляющей в слове дармоед. Если что-нибудь выдумывать, да, скажем так, яйца, они бывают первой категории, второй категории, ну как, S1, S2, я там стою. Яйца будем класть в разные корзины, чтобы не перебить. Я про куриные в магазине. А вы про что подумали? Итак, Не может быть второй свежести моей по Булгакову авторской еще. интерпретации, которую я никому не навязываю. Да. Вот, хотя, раз вы пришли, то, наверное, заинтересованы. Вот, в моей версии, в моем представлении получилось что тут по-другому выстраивалась стратегия. У протестующих на первом месте для них была экономика, все-таки экономические мотивы. Отсюда и моральное, опять же, представление о справедливости, что зачем с нас дерут еще и дополнительные деньги, мы и так пострадали, да, все плохо, это несправедливо. Вот. Отсюда и правовое оспаривание самого декрета как такового, политические уже акции протеста, ну и идеология, это кризис, представление о том, что государство все-таки для народа или для чего. Вот, социальное государство себя дискредитирует. Вот, то есть тут уже другая логика, да, другая стратегия выстраивается. И она не совпадает с властью. А значит, вот это несовпадение, ну, грубо говоря, и приводит к непониманию и к неадекватным как бы, реакциям, да, в том числе власти, на действия протестующих. Вот отсюда и вот эта чрезмерно жесткая реакция, и паника, да, местами откровенная, истерика, то есть, что вы делаете в такой как бы, да, ситуации, когда враги только и ждут, а вы тут раскачиваете лодку, да, думаетесь, как бы, да, остановитесь. Вот, как, кстати, вот да, в этом плане паника украинской власти была тоже. Мемом стала фраза Януковича так: «Остановитесь! Там, да, что же вы делаете?» У нас практически тоже был такой вот отчаянный вопль: «Остановитесь!» Вот. Но поскольку никто не хотел останавливаться, то власть решила придушить все это и прибегла к жестким мерам. Да. Ну вот, собственно, да, это вот мой основной вывод, что вот явное противоречие и неадекватная реакция, поскольку с разных позиций, с разных совершенно точек зрения, и вот это непонимание и возникло, да, и невозможность договориться, и, в общем-то, и нежелание договариваться с двух сторон. Вот. Ну и, собственно, я предлагаю посмотреть те материалы, которые у нас еще есть, они достаточно интересные. Так, выходи.
Ну, спокойнее, спокойнее. О, вышел. Он бежит, но... Ну, куда? О, хорошо. Вот как звучал гимн тунеядцев. Причем тогда тоже еще не было номинации «Не тунеядцы», да, а принято просто было официальное вот это тунеядцы. Ну здесь вот надо колонку-то настроить. Колонку. Вставать надо? Вставать, вот такие. Обязательно. Не обязательно вставать. У Там вас... у вас звук отключен, там в колонке. Вот это Не-не-не, провод. Да. провод. Нет, Да, вот все. Ползунок. Не на компьютере. не на компьютере точно. Ой. Нет? Он на полу. Где? И на компьютере тоже. Нет, ну здесь-то он включен. Еще раз. Нажмите. С левой стороны. Это наушники, подождите, вы наушники выключили. А вы, может Вот быть, там, не... он, наверное, в наушниках. Да, не туда поставили. А если этот? Только я подошла, испугалась сразу. Испугался. А как это называется? Честно. Советская, да, как раз советской практики работы с тунеядцами. Фильм «Чарли Чаплин». Он такой бродяга. Котик там чудесно так солнце сдает. Облизывается. Вот и фильм.
Вот такой креативный продукт придумали, да. И еще интересно. На инструментах хорошо играют, но в принципе с голосом слабовато. Как определенному Интересно обыграли. Ну, конечно, Фрагменты они же из фильма. претендуют на выступление в театре Ласкала, поэтому вот голос да. должен быть. Мне вот кажется, что соответствующий. это больше протестная форма Ну, в том-то и искусства, дело. чем публичная, да? То есть Ну, так, а протестное может быть не публичным? Вы только дома это тихо под одеялом протестуете? Вот как переозвучили, как бы, да, новый дубляж фрагмента из фильма «Такси». Господа, это катастрофа. Я не понимаю, почему люди недовольны налогом за тунеядство. Мы же для них, знаешь, они какие-то машины устраивают. Вот этот молодой человек заплатил и довольным. Я им сказал, надо потерпеть 2-3 года, и мы его отменим. Мы многого не требуем, всего лишь 20 базовых величин в год. Да, это сколько на сегодня? 200-300 долларов. Пусть радуются, что всем не по 500. Так, ну что вы делаете? Да, только неправильно. Так, это о чем это я? Живи Беларусь! Живи Беларусь! Так, вот приказ в моем кабинете. В моем кабинете ничего не будет от балды. Вообще, сколько людей вышло на вашу штуку по телевизору не показывайте? Нам срочно нужно принимать меры. Жесточайшие меры. Нарушать Конституцию. Конституцию можно переписать. Денег не придумал. Ты даже не сказал, как это найти. Откопайте. Ладно. Мы пойдем другим путем. Мы отменим этот налог. И введем новый налог. Эффект неожиданности. Только без фанатизма. Налогов на воздух. Кто уже оплатил налог за тунеядство, не возвращайте деньги. Скажите, что их потратили на детей. Можно ввести налог на одиноких женщин. Одинокой будет невыгодно, и она будет искать себе партнера. Будут создаваться семьи, рожаться дети. А стране нужны новые налогоплательщики. Нам срочно нужно сделать опровержение и показать его по телевидению. Мы скажем, что готовятся другие Майдан. И срочно споймайте мне всех ютуб-тунеядцев, а то развели там этих блогов про тунеядство. А может, надо вести налог на ютуб? Он это не сможет сделать. Он нет, сможет. В нашей стране возможно все. Все за работу, а я поеду отдыхать в Сочи. Вы, белорусы, не прикалываться в моем кабинете. Слушай, вообще. Ну вот да, то есть креативные какие-то версии были предложены. И что у нас со временем? Это переговорная администрация Да, называется, да. Еще есть время. Можем посмотреть гомельский тунеядец. Это же Я гомельчанин, и я тунеядец. Стой, бездельник. Нашел работу. Что? Что ты себе дурачка строишь, дебил? Я не тебе. А кто будет налог платить? Какой налог? Я не понимаю, о чем ты, дорогая. Налог за тунеядство. Я вообще не помню, что мне его надо платить. А кредит за квартиру забыл, а за телевизор, а за эту гребаную мультиварку, которую мы взяли в кредит в 5-м элементе, а ты ее ни разу в жизни не включила. Точно. Галя, ты же тоже безработная. За тебя тоже надо платить налог. Тебе спросят на работу, работаешь на хватит, заработаешь себе и мне. Я не пойду в Европу. Там хорошие условия. Условия? Все это брехня. Нет, Не беси меня. Нефиг было эти квартиру проектировать, было бы у тебя нормально сейчас работа. Твой отец был хорошим архитектором, твоя мать. А ты херней занимаешься. ты думаешь, я не ищу работу? Да я все перерыл. Административ президент написал. А ну что же ездит в Москву, зарабатывает нормальные деньги, и ты можешь туда поехать гастарбайтером. Ага, гастарбайтером. Можешь открыть ИП, пойти на рынок, вещами с Черниговым, мать твою, больше торговать. Или колбасой возле его, нет,
свиней, разводить курей, начнем ананасы из киви выращивать, креветок в поле собирать. А вообще я человек-свинья, высшее образование со стажем работы 10 лет. И максимум, куда меня могут взять, это фильтры по квартирам разносить. Пойдешь и будешь. Кстати, в квартиру попадите надо. Ну, в принципе, форма очень... А причем обратили внимание, 15 года еще, уже тогда как бы формировали ответку, да, для... Форма как раз таки очень характерна для сегодняшнего европейского общества, когда, допустим, люди лишаются своего бизнеса, как бы не попали в, скажем так, в эту струю роста бизнеса, ну вот, экономического благополучия в своей фирме, то он вынужден действительно идти и разносить пиццерию. Это абсолютно нормальное явление. Именно в том обществе, просто у нас, может быть, не готовы. У нас готовы сразу идти на улицу и жаловаться, что у нас не социальное общество. Вот это можно было обсудить, это уже реалии сегодняшней войны. Дело в том, что люди не хотят... И вот и в этом контексте как раз таки ролик очень характерный. Но речь идет о людях с 2 высшими образованиями, как там было сказано. Вот такой теперь. Паша, Можно можно на учиться. даче траншеи выкопать. Сейчас как раз таки современное поколение не хочет работать, а готово учиться. Павел первый готов пойти носить пиццу, да, в случае... У меня была Нет, такая мы жизненная деловой канал ситуация, копать. что я лишился как раз таки, ну, как бы мы выполнили проект, выполнили его, все его условия, и надо было идти на улицу дальше. А что делать дальше? Строить на улице. Ну, то есть работа дальше, значит, в области архитектуры, вот в Испании у меня не предвиделось. И было нехорошее оценивание. Ну да. Что, И ты вернулся сюда строить зеленые туалеты. Нет, ну, я нашел работу еще как бы на какое-то время. То есть Ну, ты же искал не первую попавшуюся работу, а что тебя больше устраивало. Ну, тем не менее, такие Высокооплачиваемые. ситуации как раз таки в этом обществе заставляют человека мобилизоваться и, скажем так, И согласиться на низкооплачиваемую работу. Да. в какой-то степени, и в Дело какой-то в том- степени делать, Смотри. скажем так, продукт намного качественнее за Там более-менее- была такая идея, да, что проект трудоустройства всех к 1 мая, так это звучало. То есть все там, главы местных администраций должны были изыскать средства и любой ценой предоставить людям хоть какую-нибудь работу, да, предложить. Те, кто отказывается, сами виноваты. Вот такая выход, да, потому что там может быть грошовая какая-то работа, там уборка территории, или там вырубка деревьев, кстати. Вот. А если ты отказываешься, да, то значит ты виноват. Все. Тогда не просто там ищи в течение 2 месяцев там, то, что тебе удобнее, выгоднее, а ты должен срочно трудоустроиться до 1 мая. Там прикол заключался в том, что они, местные администрации, писали в администрацию, срочно звонили, а что делать? Денег нет и некуда устраиваться. Да. Ну, вообще, Полишуки всю свою так вот, историю развития Беларуси в основном зарабатывали это ослаблением леса и торговли. Причем тут Полишуки? Вот если к зеленым, так сказать. Павел, скажи, что в Зеленый Испании только нет по лесу? клиентов? Вырубка леса. То есть это практически основная работа белорусов, вот где действительно зарабатывали именно вот в среднем сегменте народном. Лесосплав. Лесоповал. Лесоповал, да. Ну, по-моему, мы опять перешли к ситуации. Да. Ася что-то. Я просто, я вот боюсь показаться занудой, можно я попробую еще раз, как бы, ну, как вот это, ну, просто чтобы мы опять не ушли в обсуждение, с чем спецификация, да? Как оно, ну, в смысле, как вот этот материал, который изложен, как он дальше Разбирается. что мы с ним будем дальше делать в формате курса, да? То есть как мы будем его использовать в формате курса, там, предыдущих 2 изложенных лекций, чем мы с ним, то есть можем ли мы к нему применить какие-то, скажем, там, Вот я вещи, попытался. которые были до этого сказаны, да? То есть, и Вот помнишь, дальше в прошлом семестре на курсе, даже не на курсе, вот этом, да, конкретно там символической интерпретации, а уже в привязке к семинару по текстам, да, мы предлагали всем желающим написать как раз
свое мнение о тунеядских маршах. И было 2 текста даже предложено на обсуждение. В этом плане у меня как бы сегодня такой мастер-класс, что можно сделать, используя конкретную методику, конкретные инструменты для анализа конкретной ситуации. Так это можно расценить. Ну, может быть, попробуем тогда еще раз, ну, в смысле, вот из того, что было очень, ну, как, много материала, да, и он у ряда, ну, в смысле, он у кого с чем ассоциировался, про то и начали разговаривать. Просто чтобы сфокусироваться, например, на предложенных там техниках, да, и каких-то основных тезисах. Да, я могу вернуться. Нет, в смысле, не перематывать там весь материал, а просто Не весь, а к исследовательской стратегии, там же у меня буквально пару слайдов. Но сперва послушаем еще одну версию. Президент сегодня подписал декрет о предупреждении социального иждивенчества. В обществе называют проще. Декрет о тунеядцах. Я вас приветствую, граждане тунеядцы. Сегодня мы объявляем войну декрету номер 3. Мы будем собирать петиции. Петиции, твою мать. Я выдам вам вот такие бланки. В них вы напишите, что не хотите платить этот налог, и что каждый гражданин волен выбирать, быть его безработным или работающим. Ясно? Да, все понятно, все это не ясно. А что дальше? Дальше мы будем звонить налоговую и начнем ему угрожать для начала. Угрожать я не хочу. Мы не будем угрожать никому. Спокойствие. Это мы оставим на крайний случай. Для начала мы создадим интернет-портал, где все тунеядцы смогут подписаться под нашей петицией. Далее мы создадим страницы в социальных сетях, сделаем канал на ютубе, где блогеры-тунеядцы будут агитировать людей перейти на нашу сторону. Создадим свою армию тунеядцев и будем бороться за свои права. Свободу тунеядцам! Когда придет время, мы позвоним налоговую и выдвинем свои условия об отмене налога на тунеядстве. И если повезет, попросим отменить еще парочку других налогов. Мы должны сражаться за свои права. Выбор между нами будет сложен. Кого-то посадят, кто-то не выдержит и отплатит налог, а везущие найдут себе работу. Здравствуйте, налоговая. Вас беспокоит движение «Свободу безработным». Мы требуем отмены налога за тунеядство. Оно нарушает наше конституционное право. Они услышат наши сообщения, прочитают наши петиции и обязательно нам перезвонят. Добрый день, это налоговая. Мы рассмотрели вашу заявку. Мы не можем отменить налог за тунеядство. Всего доброго. Мы были готовы к этому. Налоговая — это всего лишь исполнитель, а нам надо выйти на заказчика. Для этого нам надо запастись хладнокровием и спокойствием. Нам придется позадавать вопросы и найти на них ответы. Узнаем побольше об этом законе. Ну что, поехали. Слушайте, а за неуплату налог только 15 суток или еще возможно смертная казнь? Сажайте меня на 15 суток, сажайте. Откуда у безработного такие деньги? А если у меня есть ребенок, ему более 7 лет, меня вместе с ним выдурят из страны? А бомжам льготы какие-нибудь предоставляют? Сажайте меня, ребенка заберете. А если там друга, какая скидка? Ребенок тоже не работает. Сажайте меня полностью. А хотите, как погашение налога даете? А клеймо буду ставить на видимую часть тела. Ребенка можно оставить, спасибо. А на какой лету во дворец пойдут налоги? Добрый день. С вами хочет встретиться создатель закона. Добрый день. Здравствуйте. Я очень сильно волнуюсь. Перейдем сразу к делу. Отмените закон о тунеядстве. Пожалуйста. Я не буду этого делать. Нам надо найти другой вариант выхода из этой ситуации. А у вас есть жена? Да, есть. В Еврооптике кассиром работает. Поздравляю. Спасибо. Вы можете с зарплаты жены ежемесячно отлаживать сумму, а в конце года просто взять и занести мне. И нет проблем. Но у моей жены не такая большая зарплата, чтобы мы могли себе позволить отлаживать деньги. Ты меня не понимаешь. В любом случае придется заплатить. Ты можешь найти деньги, откопать или украсть. Решай сам. Как сказал один очень хороший человек, вся наша жизнь в простом. Надо раздеваться и работать. А ты обращался искал работу, да, искал того, что нет, нельзя найти. Хорошо, мы внесем пару изменений в закон, но отменять его не будем. Это бизнес. Ничего больше. Битва проиграна, но вся война впереди. Мы не опустим руки и будем и дальше бороться за наши права. У нас есть общая цель, и мы в нее попадем. Ну вот, да, такая интересная штука. Тогда я найду вам начало. Ну как начало такое? Серединку на половинку.
Там, в общем-то, 3 шага предлагалось. Идентификация, классификация и навигация. Все просто. Надо идентифицировать сообщение в привязке к какому-то, к авторству, если получается, да, то там, обнаружить, какая партия выступила, или это частная инициатива гражданина. Потом соотнести с конкретным типом дискурса. Так. Если все так просто, почему в этой стране не возникает никакого реального дискурса? Вот. Вот хороший, кстати, вопрос. Потому что цели не ясны. О, цель дискурса. А кто их Хороший вопрос. вообще эти Задайте цели вот вам этому указывает? господину. Что такое цель дискурса? Вы ставите совершенно абстрактный вопрос. Вот так вот. Я... Мастер. Смотря какой дискурс, опять же. А я для Конкретизируйте. чего надо? Моральный. Но если в школе, в образовательной программе учителя не выявили у ребенка потенциал, куда бы он мог развиваться, и не развили, скажем так, ему специфику самостоятельно выбирать себе цель, то уже в этом возрасте нам тяжело об этом разговаривать. Нужно же как-то... Почему? Ну, в том числе и родители. В слове «мама» столько дискурсивного. В любом слове столько дискурсивного. Хочешь поговорить? Только в нем от языка столько. Ну вот. 3 шага, которые я проделывал, когда работал с этим материалом. То есть вы можете как-то по-другому, наверное, подойти. Вот послушать Эдуарда, что он может предложить, и другую какую-то увидеть картину, исследуя общественный дискурс. Вот. А в общественном дискурсе можно все что угодно, наверное. Дело в том, что это относится к любому тексту, даже если он не относится ни к какому предполагаемому дискурсу. Мы все вынуждены каждое слово идентифицировать, пусть даже автоматически, классифицировать, ну и, как это называется, навигация. Вот все. То есть, в рамках чего это там происходит? Вот. Это основные такие шаги. Далее, когда я собрал материал, я пересчитал. Надо было выборку еще осуществить, какие взять издания, какие материалы, которые представили фотоотчеты. На самом деле таких изданий было не очень много, потому что, скажем, общественно-политические СМИ, да, это какие основные у нас, там, «Комсомольская правда», «Наша Нива», там, «Советская Белоруссия», которая промолчала по этому поводу. Вот. То есть их не очень много, не все из них представили фотоотчеты о событии, и это было достаточно обозримо. Да, то есть ничего сложного. Скажем, собрать материал по всей стране уже сложно. Конечно, это надо копать там. А когда только 2 акции и несколько СМИ, то все вполне реально. И потом просто количественно посчиталось все, сколько, каких плакатов, каких изданий было представлено. Ну и вот, через идентификацию, да, распределение по дискурсам можно было составить какую-то картинку. Вот. У меня больше всего получилось экономических требований, вплоть до того, что там, вот, как там было озвучено, это налог на бедность, например. Да, вот. Ну тогда из того, что ты говоришь, ну, в смысле, во всяком случае, из твоих этих, получается, что конфликт основной, ну, его не очень интересно рассматривать, в смысле, про конфликт, что, ну, как говорила эта власть, представляла критически. А самый интересный конфликт здесь получается, если потом по визуалке, например, большая часть адвокатов были экономические, да, а в текстах СМИ эти протесты подавались как охрененная там белорусская весна, политические протесты, да, то есть, но было все равно про колбасу, судя по плакатам. То, в принципе, вот эти 2 разных дискурса, то есть, ну, в смысле, по факту, а что, ну, с чем на самом деле выходили, за что стояли? Еще. Вася, Ну, процесс на длился самом деле, довольно это субъективное мнение, Ася. Дело в том, что Нет, если это все-таки, Саша если сейчас все-таки показывал. плакат в рамках, значит, символики, которое было принято, наверное, в 1994 году, да,
все-таки я думаю, что требования людей носят, естественно, политический и идеологический характер. Возвращение в национальную символику, это значит самоидентификация народа и самоопределение государства, все-таки вот этих процессов, которые, извините меня, могут 50 на 50 выстрелить, потому что все-таки в этом сложном мире глобализации поставить в экономическую зависимость по отношению уже к развитым странам на сегодняшний день довольно-таки сложно, поскольку вам просто так ничего не даст. А вот этот характер все-таки национализация носит сегодня такой какой-то попрошайнический все-таки какой-то символ. Ну, можно вопрос? Да. Ася задала очень интересный момент, интересный вопрос. Дело в том, что изначально сама акция развивалась во времени не один месяц. И то, с чего она начиналась... Не акция, а движение протеста. Совершенно верно. И мы сегодня говорим о нем как о событии, ну, оцениваем как событие свершившееся. То есть единовременно. Но реально это событие длилось во времени, там, условно говоря, полгода. Да? Если, давайте реально, он длился год. Декрет, сначала на декрет никто не реагировал. Все прекрасно понимали, что происходит. И начинается так называемое вот это в социальных сетях, в средствах массовой информации появляется критика. Да? Появляются ролики, да. Ролики это в большинстве своем сесть на волну. Об этой группе никто не слышал и не услышал бы еще 1000 лет, если бы она не сделала этот ролик. Ситуация уже садятся, политические партии присоединяются позже. То есть политический аспект. Но ведь в конечном счете то же самое на Майдане. На Майдане не было смены власти. На Майдан очень быстро, где-то сколько у них там, 3 месяца, по-моему, да? Палатки эти были, когда развязка наступает с кровавой бойней. Но здесь аналогичная ситуация, где власть совершенно не ожидала, что вообще ведь партии, то есть некого было отслеживать, они не смогли сработать, разведка, внутренняя разведка не сработала, потому что оказалось, что это есть экономическая составляющая, которая толкнула, что в общем-то недовольны все. И начало происходить стихийно. Потом это все начинает приобретать какие-то организованные формы, и власть не в состоянии следить, потому что партии не участвуют. Если мы говорим об этом, то мы можем говорить только о самом появлении дискурса, развитии дискурса, о конце дискурса, но мы не можем говорить о природе этого дискурса по раздельности, потому что это один и тот же, вот я говорю, движение, то есть процесс и событие как таковое в ретроспективе. Эдуард, давайте констатируем, что все относительно, не будем ни с чем разбираться, потому что зачем тогда это все? Ты можешь рассмотреть это явление просто как экономическое, то есть не затрагивая ни политически, ни Да, можно взять один срез, например. В этом мы копать только... И кроме того, из-за этого уже и Вот возник... научись вот именно так стилистически просто... Я это в БГУ учил в советские времена. Про классовую борьбу, приводящую к революционному. А можно вопрос? Вы каждый год распугиваете остатки людей, которые начинают сюда Он не ходить, распугивает, приходя он в диалог? привлекает. Или вот вы дадите сейчас... Ася, если ты скажешь сюда ходить, будем тебя носить. Нет, ну вот сейчас человек хотел сказать несколько раз. и вот извиняюсь. уже вот это... А у нас надо громче. Дальше надо вырабатывать. Я просто хотела добавить, что возникла же именно проблема из-за того, что по разным вот частям дискурса и разбирали каждая определенная сила. То есть власть смотрела только с морального, потом народ с экономического и еще какой-то там был политический. А вот все эти организации, особенно оппозиционерские и в основном партии, начали уже смотреть с политического. И пошла вот эта вот вся штука. Ну это очень упрощенно, конечно. Ну так... Но идея понятна. Сели на хвост, это точно. Просто вы говорили, то, что это все нельзя рассматривать отдельно, но Конечно, по сути нельзя. и возникла проблема, потому что все рассматривают это отдельно. Ну то есть... Нет, ну мы рассматриваем причину возникновения дискурса в данном конкретном случае. Я говорю, да, совершенно точно экономическое. Но Александр говорит о завершенном событии, не проходящем во времени. А сегодня в ретроспективе это одно событие, ужатое в один день. Но реально экономическое не было доминирующим, политическое было в конце доминирующим. И когда мы говорим о окончании события, да, дискурсивно он был политическим. Там уже в Орше, в Бресте орали «Лукашенко, уходи».
Там уже про экономику не говорили. Экономика, Ну, так я же так и сказал, что политической партии сперва их не было, они подтянули. Ты мне предоставил, я подсчитал по лозунгам, ему же не интересно, когда лозунги выходили по времени, да? По лозунгам экономическое. Сперва я главное. реконструировал события, контекст. Это одно из правил дискурса анализа, реконструкция контекста. Что происходило? Если Чтобы мы понимали, о чем речь. Вот Вообще, поэтому у нас и почему получается, что в возникли Беларуси не возникает дискурса, по той простой причине, что мы что-то там разбираем на составляющие, вот как Федута, вот, который там, сидя в Киеве, мало того, что Лукашенко посадил в этой стране, теперь сам сидит в Киеве и оттуда бурболит своим жертвеством. Вот. И что? Ну, отсылка на Федуту, который просматривает, я знаю этого журналиста, он просматривает материал всегда с точки зрения сказать то, чего еще никто не сказал. Можно Он просто я спрошу выдумывает. одну вещь, пожалуйста? Сейчас у меня просто... Это же не пафос дискурс. у меня начнется. Скажите мне, пожалуйста, я как тунеядец, я не философ, понимаете? Я тоже. Скажите мне, зачем дискурс нужен? Для того, чтобы мы разобрали внутри, кто насколько что понимает, или он нужен для того, чтобы понять, как изменить ситуацию, и почему она не изменяется до сих пор? Вы не можете объяснить, потому что я не понимаю вот этого всего. Вы говорите о том, как вы умны, как вы во всем разбираетесь, а смысл в этом? Если это все просто нужно сделать, разобрать для того, чтобы потом собрать, и оно заработало. Ведь мы все прекрасно понимаем, Короче, что надои происходит. будут от твоего предмета или нет? Вопрос так звучит. Объясните мне. Нет, не надои. Я хочу понять, зачем это нужно. Потому что если просто разгонять эту тему, это одно. Или иметь результат. Поле дискурсивного обсуждаем. Здесь есть усложнение, Я например, не по могу времени. спрашивать, Явно не я хватает временного, динамики, или как это, когда развивается диалектики, да? Не хватает откровенно в любом событии, в любом дискурсе, не хватает диалектики. В общем так, это исследование я проводил летом, и планировалась его публикация в нашем кафедральном сборнике ПГУ, когда я представил, значит, туда, да, для публикации. Мне было сказано, ну, конечно, мы все понимаем, но ты же сам понимаешь, что мы не хотим подставлять там рецензентов и все такое. Вот. То есть таким как бы легальным способом не пробиться. Я пойду другим путем, как бы окружным, и использую это в своем проекте исследовательском как раз по анализу коммуникативных практик горожан в публичном пространстве минском. То есть это у меня будет как пример вот такого выступления, которое свидетельствует о том, что между властью и обществом есть непонимание, которое чревато серьезными конфликтами. Да? К чему, собственно, и пришло в итоге. И тогда, да, тогда же вот выступили с идеей, там, а почему, собственно, ученые не получили декрет на процессе его утверждения, его разработки. Да? Где были ученые? Почему чиновники принимают декрет, а ученые молчат? Понимаете? А с Лукашенко и с любой другой властью на сегодняшний день это не прокатило. Философы тоже править не могут государство. Ну, я извиняюсь, Александр, но извиняюсь, опять же такой риторический больше вопрос. Неужели твое исследование привело тебя к единственному выводу, что между властью и народом существует недопонимание? По-моему, это существует в любом государстве и обществе. Это у тебя сильнейшее онтологическое утверждение, которое не имеет ничего общего с моим исследованием. Чтобы я мог сделать такое утверждение, хотя бы десятую часть уверенности обрести твоей, да, я должен выйти и показать хоть какой-то материал, что я проделал, а чтобы это не звучало как голословное утверждение. Вот и вся разница. То, как ты сказал, сказать может любой в подворотне. И говорят, между прочим, на кухне. Но ты сейчас тоже это озвучил в результате своих долгих исследований. А и мужик в подворотне то же самое скажет. Возникает вопрос, он это без дискурса анализа сделал, а ты все... У него другой статус высказывания, его высказывание будет сделано в своем кругу собутыльников и ни на что не повлияет. А я выйду на другой уровень, и это может быть хоть как-то... На какой, скажите, политический, экономический или моральный? А ты хочешь, чтобы тебя услышали? На любой. Дискурс-анализ должен быть выстроен, то есть дискурс должен быть выстроен таким образом, чтобы тебя и в подворотне выслушали, и Сарну не забанили в издании МГУ. И красиво рассказать, что там в подворотне. Тоже как вариант. Должен быть некий язык,
некий язык, а мы изучаем дискурс, да, понятны для тех, кто в подворотне, у них там свои авторитеты, и для мира Сарны, где авторитеты вообще своеобразные. Скажите, а у нас есть вообще подворотня уже в городе нашей урбанистической среде? Подворье. Вы говорите подворотня, Я вам потом уже покажу, если хотите. Да, есть. частные все-таки есть. Ася, уведи его прямо Слушайте, ну давайте еще раз, ну так, мы, вот хорошо же был задан вопрос на тему, а зачем это нужно, ну, то, что мы делаем, да, то есть, чтобы работать, мы это изучаем, чтобы просто сказать, вот такая штука, там, я не знаю, или пожаловаться на жизнь, там, или вот, еще раз рассказать, какие мы умные, или что-то такое, или мы хотим с этим чего-то делать и понять, как Психотерапию я не исключаю. Ну, нет, пожаловаться тоже может. Просто по-разному тогда получится. Нет, ну вот, я предъявляю возможности, которые были применены в данном конкретном случае, в конкретном анализе. Некоторых это не устраивает. Да, мне как раз не устраивает то, что Ася просто не может сформулировать. Я тоже не могу извлечь из происходящего то, что объяснило мне отсутствие дискурса полноценного. Ведь дело в том, что у нас все это превратилось вот в такие вот озвучки фильмов. Гомельские ребята, которые, извиняюсь, безграмотно даже говорят. Вот этот вот уровень дискурса меня не устраивает. А исследователя он устраивает совершенно. Ему вообще хорошо в этом дискурсе. Я имею в виду, он его устраивает, а вас не устраивает, так же, как и меня. Только я это формулирую по-своему, ты по-своему. Давайте тогда попробуем это, чуть-чуть сами структурироваться и говорить больше по теме, потому что столько всякого вокруг, ну вот у нас сейчас просто пошло какое-то вообще все и обо всем. Еще раз там. У нас с собой один и тот же вопрос к Сарне, и он на него не отвечает. Раз, и мы с тобой, я ему задаю своим языком, ты своим, один и тот же вопрос. Для хрена это надо? Правовому. Нет, ты предъяви тогда то, что именно тебе нужно, и я попытаюсь... Не, нормально, я пришел, чтобы ты мне рассказал, что мне нужно. И я не нахожу то, что мне нужно, я не знаю, Так что что тебе нужно? Тебе морально, сформулировать у тебя свои существует вот посыл. свои потребности, Именно морально, что тебе вот нужно. во всем. Я Маша, не подворотню. Ну, морально. Подворотня это морально. Ты забалтываешь. Ну смотрите, только мы начали разговаривать о том, как оно в поле репрезентации существует, да? Вы периодически слетаете в то, а почему это произошло, а что сделал Лукашенко. Это не имеет в данном случае, ну в смысле, вот к тому моменту, к чему пришел Саша, мы должны были сейчас давно продолжать совершенно в другом направлении, которое я пыталась закинуть как минимум, да, то есть тут пару еще было моментов. Ну еще раз сформулируй. Давайте не будем обратно слетать. Хорошо, сформулируй еще раз свой вопрос. Третья попытка. У тебя и столько уже этих вопросов накопилось, что ты уже не можешь Ты не сформулировать один. даешь ей сказать. Она только это вздохнула, ты ее опять это уже не перебиваешь. вопрос, это предложение. Потому что я задавала несколько вопросов, чтобы попытаться задать движение в том направлении, неважно, с каким из них. Давайте попробуем работать именно с заданным, то есть было выдано определенное количество материала, которое показало, скажем, Возможно. вот репрезентацию Некоторые там, марша возможности тунеядцев в медийной сфере. Это все, Репрезентация, что это мы вот видим, сила да? репрезентации. Это были картинки плюс части текста, которые были в медийной сфере. Не имеет отношения, что было в голове у Лукашенко или рабочего с Белаза, мы не можем, мы не психотерапевты, мы смотрим, что было в сфере. То есть, ну и давайте не будем тратить на это время просто. Дальше смотрим на эту штуку. Саша выразил, скажем, он там считал что-то количественно. Было выражено сомнение, что, возможно, его надо растянуть по времени. Это с этим уже как-то можно работать. Снова не надо уходить в сторону. Я спросила про... То есть было сказано, что основной конфликт между, например, там, Сашей, было сказано, что основной конфликт между властью и, там, условно, протестантами, протестующими. Я сказала, что внутри протестующих там сильно противоречит, ну, в смысле, вроде из той картинки, которую он показал, можно снять там два разных направления. Одно из них, которое в реале стоит с плакатами экономическое, и второе, которое идет потом в текстовом, больше и в медийном, где говорится, что это политическое. И оно, возможно, произошло на той стадии, когда присоединилась оппозиция, и, возможно, тогда мы видим, что тот там, условно, политический дискурс, он был сконструирован искусственно, позже, чем начались протесты и, ну, определенными политическими силами, допустим. А изначально протестная штука была там экономическая. Ну вот куда-то в эту сторону работать. Я не говорю, что я сейчас говорю там совершенно правильные вещи. Ну, ты говоришь очевидно, да. Просто говорю, давайте вот куда-то туда двигаться, вот в таком ключе, а не ходить опять возвращаться, а на Белазе, там, а у Лукашенко. Ну, Хорошо, смотри. Итак, мы работаем, пока, как я понял из слов, я извиняюсь, Александр. Я не слышу, за что зацепиться, кроме его отвлеченных цифр, что экономического больше. Я не спорю, потому что я не считал. Да? Я соглашаюсь. Я говорю, что это мне дает, вот в понимании. Ведь
происходящее, это в понимании процесса, да, то есть происходящего, для себя лично. Где здесь для меня ответ на вопрос, что я этим добьюсь, вот который отсюда, смысл в этом Я происходящего. тоже не понимаю, что ты этим добьешься, потому что я не знаю, что тебе нужно. Что Тебе? для меня, для кого? Для того, чтобы субъективное в объективное... Скажи, на какой вопрос ты ответил с точки зрения дискурс-анализа? Для тебя, как просто посетителя с чистой доской в сознании, да, с нуля, который как бы приходит тут наивный такой, да, и не имеет своей позиции, и просто, открыв рот, слушает, а что же мне набросают, я потом буду разбираться, да. Вот для тебя в таком плане, да, как слушателя, новичка, или для тебя, который уже четкие какие-то требования предъявляет и желает конкретный инструмент для конкретных... Мы помним, что он закончил... Вот это же разные вещи. Меня привели, давай так, сюда люди приходят, не зная зачем. Мы пришли сюда на дискурс-анализ. Я не знаю, зачем я сюда пришел. Мне здесь осуществляют репрезентацию. Мне здесь Ася очень четко подметила. Здесь репрезентация. Я это все видел, и меня от всего этого тошнит. Я не вижу здесь результата дискурс-анализа. Давай проще. Твоя единственный вывод о том, что экономические составляющие там больше, это все, весь результат дискурс-анализа, который я услышал. Да, да. Это результат, который мы четко вывели на данный момент, на данном материале. И он позволяет это предъявить как оценку определенной ситуации. Как оценка ситуации, да, с которой можно делать уже следующее предложение. У меня там, кстати, на самом деле полностью статья звучала протесты там в Минске, дискурсивной практики и социальные риски. И следующий шаг, я оцениваю социальные риски, там раз, два, три, четыре, пять, и даю, соответственно, раз, два, три, четыре, пять рекомендаций, что с этим делать. Кому? Но это следующий шаг уже по рискам. Да, конкретным чиновникам, которые принимают решения. Но явно не мужикам из подворотни с бутылкой. Вот. То есть это оценка ситуации, это первый шаг. Дайте молодежи новому поколению послушать, интересно. Так вот, ну как бы мне казалось касательно того, что Александр здесь выявил в качестве того, что экономическая составляющая по количественному анализу была все-таки главной, имеет какое-то значение в том смысле, что ну как бы мы позже говорили о том, что позже присоединилась оппозиция, и оно перешло в какой-то политический ключ. Но дело в том, что если бы изначально не было экономического этого какого-то всплеска, то и в политическую составляющую это не перешло бы вообще. Ну, то есть просто люди бы не пошли на площадь, но и поэтому из этого мы можем как бы сделать вывод, что для, допустим, простых людей экономическая составляющая, опять же, ну, может быть, это немножко банальная и простая мысль, но экономическая составляющая является как каким-то определяющим фактором. То есть, ну и в этом смысле, допустим, если мы какой-нибудь оппозиционер, мы проводим этот анализ, мы это понимаем и начинаем из этого как-то исходить. Или если мы власть, например. И в этом как бы заключается польза этого анализа. И этим может воспользоваться и власть, и оппозиционер. Еще можно, в принципе... Для этого вообще не нужно проводить дискурс-анализ. Для того, чтобы прийти к таким выводам. Ну, потому что сегодня школьники уже знают, что экономика, потом надстройка. Ну и все это Энгельс, Маркс, еще со времен СССР. Это априори. Проводить дискурс-анализ с целью выявить... Эдуард, если ты уже все знаешь, тебе не нужно приходить на этот... Ты ничего нового здесь для себя не узнаешь. Вот и все. Еще можно... Послал меня сегодня хорошо, окончательно. Это, ну, опять же, это только в белорусском обществе так. Если, например, сравнить какой-то конкретный митинг в каком-то конкретном, да, в другой стране, например, или что-то такое, допустим, с другой экономической ситуацией, и сравнить там эти все... И кто выходил там, да, там да, креативный класс, средний класс. Да, здесь тогда совсем... мы можем получить совершенно разное количество превосходящие... Да, вот. И еще можно сравнить просто разные СМИ. Ну, то есть, например, какая-то СМИ может преподавать больше экономическое, другая там политическое, например. Да. Вот, и поэтому тоже можно формировать... СМИ лучше не сравнивать, потому что у нас, в общем-то, это под запретом было на освещение. Да. Собственно говоря, мы можем сравнивать только те газеты или те СМИ, которые смогли до нас пробиться. Только в Америке, по-моему, СМИ имеют такую власть. Здесь больше нигде, ни в постсоветском, нигде.
На самом деле, просто я когда-то писала тоже вот небольшую работку, там было сравнение как освещалась одна и та же тема в разных СМИ, да, и вот в разных странах тоже, в разных СМИ. И это тоже, по-моему, интересно, потому что там, опять же, выясняется то, что лидирует разное количество в разных СМИ каких-то вот этих главных терминов, и мы понимаем, почему вот такая разная картина во взглядах, потому что СМИ считает обычные, скажем так, обыватели, это все формирует его мировоззрение. Кто какие интересы лоббирует, какая страна, какие интересы хочет Беларусь пролоббировать, поэтому это тоже четко извращенная может быть. Ну, в смысле, она может быть не чисто. Все равно как бы сейчас с появлением интернета существует возможность каких-то альтернатив. Поэтому... Просто проблема еще в том, что тот, кто пишет эти альтернативы, уже залоббирован, то есть им уже не приходит там какой-то конкретный правитель, то что вот нам надо эту точку зрения высказать. Например, в тех же просто современных интернет-ресурсах какой-нибудь, когда блогер пишет. Если тоже анализировать какую-нибудь, допустим, эту статью, то тоже можно сопоставлять, как вообще движется вот наше направление, мировоззрение. Кстати, о блогерах. Да? Вообще движение начиналось с блогеров. Да? И уровень этих блогеров не вызывал никакого уважения. Это был просто глаз, который вдруг стал популярным. Почему? Потому что никто больше не рискнул. В этой стране, собственно, начинают уважать того, кто не боится что-то говорить. Вот, блогерское движение, кстати, там уже уровень как бы для авторитетность, референтность, да, он был ниже плинтуса. Там то, что творил этот парень, по-моему, с Гомеля там больше всего, которого посадили, да, отсидел там какой-то срок, это же уровень как бы вот этого двора, вот этой подворотни, вот где сидят на лавочке и квасят. Вот этот уровень блогерский, он вдруг приобретает республиканский масштаб. Вот. Тоже, кстати, уникальное явление, вот, кстати, которого не было, например, блогерское движение, то есть движение снизу, в общем-то, поперло. Я бы назвал бы трущобный уровень, не надо подворье говорить, потому что все-таки это разные вещи. Еще лучше. Архитектурно надо заодно. Если тема действительно актуальна и созвучна там настроением всех, да, то один, да, самый захудалый блогер вдруг неожиданно, да, может стать там героем. Да, но, соответственно, задается язык дискурса. Изначально язык был чрезвычайно низким, когда подключается позже, появляются аналитики, какого дискурса? Конкретно. Дискурса, который мы называем марш этих нетунеядцев, да, или назовем как там протест нетунеядцев. Изначально был язык низов, а потом язык совершенно другой. Разные дискурсы, в разные моменты, да. Вот. Уже разные дискурсы. Так мы еще и не только поделили по направлениям. Ну, да, то же самое, в начале экономический, в конце политический. Вот. О! Ну ты сейчас забыл. Нет, на самом деле вот можно, да, если вводить временную ось, там, да, как менялось во времени вот это настроение от первого там события, от первого марша ко второму, да, и к последующему, то вот можно проследить динамику этих изменений от экономики там, к политике. Даже язык менялся. Да, и в разных СМИ тоже оно по-разному. Да. И в разных СМИ по датам публикации это можно оценить. Но у меня не было задачи вот этот диахронный анализ, да, проводить. Я как бы сделал срез всего, да, сразу всего общего массива и выбрал количественную по нему, и все. Я не отслеживал период. Дело в том, что репрессии, которые наступили, задушили очень быстро, и политическое не смогло развиться. Потому что как только это начало перерастание в политическое, начинают действовать силовые подавляющие элементы. Поэтому мы говорим о том, что мы вообще не можем здесь судить без этих маленьких нюансов, временных, ты хочешь сказать, что процессуальных. Существуют некоторые политические дежурные партии, которые сводят все начинания какие-то, скажем так, политическим требованиям. Это есть. Они просто, ну, как бы их делят. Ты, как известно, на весь летучий университет сексот, вот, точно, вот, у тебя такой удивленный вопрос. Как? У нас запрещают политическое? Не может быть. Нет, просто здесь базируется выстроенная технология. Абсолютно... Чего? Власти? Нет. Политических партий. Скажем так, политические партии, которые просто сводят на нет любую акцию. Нет, у нас политические партии дискредитируются. У нас политические партии, они партии на любом событии, да, которые они используют в своих интересах. Но это нормальная работа политических
Это же их работа. И власть так делает, и Слушайте, но ведь оппозиция, все так политически, на делают. самом деле, самый мощный, ну, в смысле, когда партии присоединились, во-первых, это было позже, ну, даже если там по этому смотреть, а политически, то, что ты показывал, первые плакаты эти, которые были, которые носили политический типа характер, это же были не партии, это же были низовые, вот, анархисты. Там Ну, давай так, это не партии, но объединение. Анархисты, политическое объединение. Нет, я к чему? Что изначально была попытка, на самом деле, то есть, когда мы говорим, ну, если вот рассматривать Сашу, я еще раз, я сейчас не говорю, как оно было на самом деле, я говорю с картинки, как была набросана, ну, что было собрано с СМИ, да, то есть, ну, так, то, в принципе, мы видим эти большие плакаты, вот эти, и которые являются единственной визуалкой, которая есть на этих митингах, да, то есть, и, в принципе, там, это люди, которые, ну, как, предполагается, наибольшую либо инициативу проявляли в момент, ну, если не по сбору, то как минимум по мобилизации самих себя на них, да, то есть там она носит политический характер, и потом она стремительно все равно, ну, несмотря на то, что вначале она носила политический характер, допустим, партии, они, конечно, да, там, они потом присоединились, она все равно потом растворилась в экономическом, то есть собиралась-то эта штука под политическую картинку, да, то есть, а потом все равно съехала обратно в колбасу, и в этом плане не было никакой белорусской весны, вот эта картинка «Белорусская весна» и так далее, то есть, собственно, ну, если брать вот так Сашины материалы, то можно там делать выводы, что... Из набора этого материала мы вообще никаких выводов сделать не можем. Если честно, кроме одного, вывести статистику, чего там больше экономического, политического, правового, что он делает совершенно условно. Разделяя. Какова задача? Слово «мама» очень социально-политическое слово. Ну вот это уже начало. Да, это И первое. ничего не... Это было, в общем-то, два основных там лозунга на Октябрьской площади и один, вот когда уже там, во главе колонны, да, баста. Тоже проводили уже имиджевый шрифт. Просто молодые быстрее всех просекли, сформулировали Потому что первым. им нечего терять. А остальные, как типа Вячонка там и все остальные, просто выжидали, что из этого будет. Это уже, как это называется, вялая эта позиция. Старая. Политическое наследие наше. Вот. Во втором, обратите внимание, вот Вон, говорит вот, правду вот. здесь, Говорит да. правду, это Лукашенская партия. И Ну, не надо так уже. они там очень много предложили экономических лозунгов, там большинство из политических. И мы здесь договорились. Но по большому счету власти удалось перевести, из этого дискурса я только одно вижу. Властям удалось то, что увидел Сарна. Властям удалось перевести это из сферы политического окончательно исключительно в экономическую сферу. Отменили закон по взиманию денег, и все затихло. Ничего не отменили. Ничего не отменили, переработали. И ничего не затихло. Спокойно, спокойно. Я говорю о том, как это было подано в средствах массовой Ну и информации. что, ну все же знают, что не отменили. Но с другой стороны, феномен есть в том плане, что пошли на попятый все равно. Они. Декрет номер 3 был приостановлен. Да. Это все равно Это начало конца. Но все это было подано под соусом, который нам озвучил Сарна. Это экономические требования были удовлетворены. Не, ну это получается, все это начиналось экономически, Если бы у нас не было и закончилось экономически. мы бы могли вернуться в старое состояние. Но так как многие из нас. Я говорю о том, что дискурс анализ Я- привел к тому очевидному, которое было очевидным изначально. Вот Как бы смотри, нет ничего. Власть не может Сегодня- все сейчас спустить на тормоза, потому что ничего не получится. Ну, кстати, во всем этом мне очень понравилось, Ты сегодня что они сказал, первое да, время никому ничего слова не не рубили, напишешь. что происходит. Вот в Потому что дискурсе есть абсолютно такая не развиваешь вот то социальное уважение к своему Я не оппоненту. развиваю социальное Он уважение. начинает говорить, ты его перебиваешь. Да, я не развиваю социального уважения. Так, мы еще Я о за дискурсе тему. будем говорить или будем о ситуации говорить? Мы выходим, потому Всё? что всё. Замечательно. Нервы ни к черту.